Так. Все. На старт, внимание, марш. Всем привет. Сегодня будем играть в хорроры. Хоррорушки. Хоррорушеньки наши любименькие. Привет, Элен. Как мы с тобой давно не виделись. Вообще. Да, малыш лежит. Малыш готов. Так, сейчас тут все приготовить надо. Вообще очень давно. У тебя, кстати, малыш прям так хорошо уже показывается. Привет, привет, ютубчик, привет. О, Сева, привет. Моя хорошая. Чё, как дела у тебя? Ты на работе, да? Охайо. Так. Чат включили. Ручки на стол положили. Настроение подняли. И погнали играть в хорроры. Кстати, мне недавно подарили игру. Там, короче, черный котик. Вот. Типа малыш. Я думаю, как-нибудь потом на днях... О, вспомнишь солнце, вот и лучик. Как-нибудь, думаю, на днях потом поиграть в эту игру. Она называется... Сейчас я вам скажу. Что-то... Подождите-ка. Что... Микрофон воняет, что ли? Воу. Посидеть с котиком 5 минут. Что-то воняет чем-то. Слушайте. Может, с улицы воняет. Так, сидим с котиком 5 минут. Засекайте. Так, 22:03. Давайте с этого момента засекаем. Короче, есть игрушка. Сейчас я скажу, как она называется. Мне ее вот недавно подарили. Малыш, не двигайся. Little Kitty Big City называется. Вот. Если вы посмотрите сами в этом в стиме, вы увидите, что там малыш на превьюшке. Вот как-нибудь потом постримим эту игру. Но если котику некомфортно будет, можешь раньше отпустить. Хорошо. Но я думаю, ему пофиг. Пока что. Тут 18+. Как игрушка такой завис. Привет, Захар, привет. Не шевелиться. Мы вдвоем не шевелимся. Без лишних движений. Что-то сейчас уснет, походу. Как тряпочка. Такой этот тепленький, горяченький. То, что у меня этот кофта тоже черная, его почти не видно.
Вам видно вообще его? Малышундель, да. А. Алло. Алло. Кто 5 минут с котиком купил? Сева. Алло. Он, походу, уснул. Все, спит. А, нет, не спит. Глаза открыты. Истребить человечество. Он обычно смотрит своим обычным взглядом. Он очень добрый, ласковый. Мухи не обидит. Ну как не обидит? Съест, конечно, эту муху. Отпускай. Все? Он не хочет, он хорошо устроился. Десять минут тогда. Ой. Все, 10 минут получается. «18 отпускаю». Опа. Блять. Сколько у вас там этих? Так, я пока там полазию. Стрим, сидим с котиком, отставить хорроры, да. У меня 158к, кстати. О, ни хрена себе. О, киска. Привет, Никита. Да, у нас тут заказали, понимаешь ли, люди. Вам видно, да? Какая у него морда смешная.
Мы вдвоем сегодня в черном переливаемся друг с другом. Вы вообще видите его? Черное на черном, да. Вот если бы у меня посветлее была бы одежда, тогда видно было бы. Просто сегодня хорроры, поэтому я потемнее оделась. Как там твои дела? Какие дела? Как работа? Ну, нормально, в принципе. Сейчас мой этот пришел там, мои всякие эти штучки по работе. Так что скоро начну уже полноценно работать. Хорошо объяснила. Смотрите, как он смотрит. Да, у меня отзеркалено. Ой, у меня живот урчит, вы слышите? Всякие штучки. Да, Сева, всякие штучки. Жесть, у меня живот урчит. Я надеюсь, вы этого не слышите. Он даже этот малыш смотрит, думает, что это такое. Да, не говори, Захар, наконец-то выходные. Короче, первый хоррор будет японский, Чуксие называется. Вот, потом там дальше пройдемся. Сегодня, наверное, также по 3 игры посмотрим. Ой, Калтик, привет! Здравствуйте. Чё, ты устал, что ли? Да, устал, скажи, да, с мамой лежать. Устал, да, ничего не делать. Вот. Сегодня 3 игры посмотрим, надеюсь, успеем. Там не будут слишком длинные они. Потом на следующем стриме поиграем в котика. Не в Stray, а этот Big, что-то там Cats, что-то City Life.
такие мягкоти. Да, тут загадали баллы, за баллы этот канала загадали посидеть с котиком 5 минут. Мы уже сидим 16. Ой, сколько уже? Сколько мы уже сидим минут? До хрена, да? Ой, что-то он такой тяжелый. Мне уже тяжело его держать долго. С 3 минут сидим. Да. О, Александр 666, добро пожаловать на наш стрим. С такой лапочкой грех не посидеть, конечно. Добро пожаловать, Александр. Нам тут загадали желание, точнее, за баллы канала посидеть с котиком. Вот, сейчас скоро начнем играть в хорроры. Он тут засыпает. Потревожила малыша своими танцульками. 4 раза получается. Но... Ой, тяжело. Тяжелый он. 2 от меня, 2 от Севы, но... Надо увеличить, наверное, немножко. Маленький Салим откормила котейку. Не, он вообще дрыщ у меня. Просто я устала сидеть с ним, держать его. С 3 минут мы вот так сидим. Это все Сева виновата, она начала этот флешмоб. А так он у меня худой, где-то 3 килограмма весит, наверное, даже меньше. А я чё? Зовут его малыш. Ой. Я. 18 минут. Я еще могу. Он уже все, он уже вырывается. Поцарапал немножко. Он устал. Все. Все. Стоп. Он устал. Что-то воняет, слушайте. Воняет так, как будто что-то сгорело, подгорело. Так, ну вроде нормально, уже не воняет. Так, все, он не может уже сидеть. Он пошел мыться и валяться. Давайте оставим его в покое. Надо еще на Олега цену поставить. О, это уже тогда надо с помощью каких-нибудь газировок. Наверное. Эх, обманули на 7к баллов. Ну, подумаешь, там не дотерпели. Он уже просто вырываться начал. Вы сами видели. На следующем стриме можем эти 5 минут еще досидеть. Это что за ковш? Ковш. А вот тут стример, он любит попить. Это мои. Я изначально сказала, что можно раньше пустить, так что твои отсижены. А вот нечего было кидать баллы в монитор сына.
кидать баллы в монитор сына. Чаво! Ну чё, поехали играть? А? Мои дорогие, мои хорошие. Мои любимые. А вот вам и Олег проснулся. Пахаля. Так, Чуксие. Жапае. Чуксие. Интересно, как там в этом? На Ютубе. Проверьте, пожалуйста. Ютубчик. Да, я стримлю на 2 площадки сразу. Ой, а чё она не на весь экран? После обновы призраки вообще ужасно душные стали. Фазме, что ли? А, это Сева, кстати, там такая, это, появился дом такой. Блядь. Бля, ну только не говорите, что мне надо будет на эту хуету смотреть, чтобы она не это. О, Данила, привет. Ой, Даниил. Даниил. Так, надо это... Да, в смысле? Приложение возвращаться. Месяц прошел. Подписки нет. А, ну да, уже все. О, спасибо, Эллен. Спасибо. Так. Только не говорите, что мне надо. Все приобретенные способности будут очищены, а количество документов сохранится. Блин, вот это перевод, конечно, тут такой хреновенький. Челядь. Ни хрена себе ты, Эллен. Воу-воу, полегче. Так, вам все видно? Все нормально? Давайте сделаем на 3 все. Окей. Так. Чтобы сильно перегруза не было графики. Это что такое, блядь? Это, кстати, вроде Chilias Art, кстати. Кстати. Это, кстати. Блядь. Что за шутер, блин? Хорроры мы тут играем. Ну, по переводу понятно. Сева, у тебя там Калтик спрашивает, ты работаешь сегодня? Не, на вот это вот фармхаус ходить только вчетвером, и только с 3 уликами. Работа, людей нет, сижу, пержу. Страшно, врубай. А как тут фонарик? У меня есть фонарик? Я нифига не вижу. Это его первая игра, что ли, этого? О, спасибо. Спасибо, Стасик. Монстры также любят золотые монеты, а монеты, которые не случайно теряют, разбросаны по всему миру. Пиц. Ладно, давайте посмотрим. Чё уж уже включили? Я думала, это...
Как этот будет, Chili's Art. Ну, знаете, вот это стандартные, да, хорроры, там страшные, японские вот эти. А тут какой-то шутер, блин. Ладно. Я просто не смотрела эту игру. Мертвый космос, да, я вот думала перепройти, может быть, третью часть. Там. Ну, можно и первую даже перепройти, в принципе. Выпустили бы также ремастер 2-3. Вот если бы даже бы и выпустили, хотя бы сделали бы эту оптимизацию. У меня просто первая часть ремейка, она не оптимизирована, и я не смогла играть. У меня все время лагало, короче. Хотя хотелось. Сообщается, что в больнице часто пропадают люди. Полиция уже давно ведет расследование, но результатов нет. Похоже, они могут только пригласить сюда исследование. Железо хорошее? Ну, не так уж сказать, что хорошее. Капец чувствительность, как ты играешь. Но я специально так поставила. Вам что, плохо? Вам плохо? Вам плохо? Игра пытается пугать тем временем. У меня железо, видеокарта 1650. Вот. Вот какой-то этот логотип Блади. Я, кстати, амбассадор Блади. У меня вот тут Блади, клавиатура Блади, коврик Блади, мышка раньше была. Сейчас другая мышка уже. А когда можно будет бояться? Мне не так плохо, как тебе от потолков в Фазме. Блади, дайте денег Елене, да. Хорошая реклама у меня тут. Я там в заставке видела какую-то эту манекен этих каких-то медсестер, как будто из Silent Hill. Это неплохая видеокарточка. У кого-то до сих пор 780, 1050, ноутбучный 740М. Ну да, в принципе, она это... Я бы не сказала, что она прям мощная, но у меня комплектация компьютера сбалансированная. Поэтому у меня игры, в принципе, более-менее хорошо идут, но не на ультрах. Вот. Стреляй в нее. Это хоррор для меня, где не надо бояться. Ты бы тут не боялась, Сева? Че, говоришь, стрелять надо? Что за... О, привет, Валера. Привет, привет. Ну для таких игр и не нужны ультры, разве что Ре 4. Ну, Ре 4, кстати, у меня нормально шло. Там, конечно, так себе было, но терпимо. Я не знаю, просто предложила. Сева бы и тут боялась. Кто там? Да хз, я бы везде боялась. Впервые игру вижу. У меня завтра день рождения, завтра 21 год исполняется. О, круто, круто. Завтра ты будешь совершеннолетний. О. О, нет. Кровь. О, боже мой. Нахуй пошла, блядь. Золото? Сколько тут надо золота? Тысяч.
О, надо на нее нажать. Жесть, у него лицо. Блять, что за бред вообще? Повторная попытка, альтернатива. Он, так сказать, от чего ты ожидал. Сейчас заклеиваю. Что за альтернатива? О, ну, кринги. Мамочки! Браузер не рубит. Так, ну все, больше на эту кнопочку не нажимаю. Это, короче, какая-то всратая игра. Но мне нравится. Стреляй в кнопку издали. Блин, обожаю всратость. А что тут надо сделать? Походу, надо что-то с этой кнопкой сделать тогда, да? Может быть, что-то здесь надо? Волшебная кнопка. А если... Не, хотя я когда нажала, у меня этот... Сзади стена образовалась. О! Ой. Ой-ё! А у этого Chili's Art, кстати, первые игры вообще очень сломанные были. Блять, это что такое? Можно, да, приседать. Ой. Все. Пропало. Опять все пропустила. Да тут шипы появляются, когда на кнопку нажимаешь. И что делать здесь? Ну тут, короче, стена какая-то появляется. Ладно, если что, сейчас дальше пойдем играть. Мы не будем сильно задерживаться на всяких всратых играх. У меня, в принципе, еще полно всего. Если хотите скип, то пишите скип в чат. Конечно, игра сломанная, на коленке делать буквально. Даже это нужно уметь делать. Это бред какой-то. Вообще не понимаю, что за бред. Я думала, блин, тут будет как в этих-то японские вот эти хорорушки. А это что за... Блять, я эту игру еще и покупала, кажется. Ой, блин. Капец, капец. Ну, дальше, короче.
Совершеннолетие с 17 вообще-то я... Ну, это типа полное совершеннолетие Валера с 21 год, когда исполняется. Вот. Да, она платная. Ее никак теперь не вернуть. Успеешь вернуть, 2 часа не наиграла. А, думаешь? Мне кажется... А там можно, да, так? Просто я ее давно покупала, вообще миллион лет назад. Там нет такого, типа, 2 недели там прошло. И все, и нельзя, типа, возврат сделать. Ну, в Стиме возврат, если 2 часа не наиграла. Нет. В любое время вроде. Если времени много прошло, могут не вернуть. Тоже хотел по скидке купить. Полное совершенство. А меня послали на юг. А нет, там 14 дней. Если она лежит больше 14 дней, то F. Ну вот, все. Ну ты попробуй все равно. Не, мне кажется, не вернут. Все уже. Я ее вообще миллион лет назад покупала. Ну тут, смотрите, какое-то отверстие вон есть. Так, Равнопуст скинул клип. Ладно, потом посмотрим. Посмотрим, давайте, наверное, клипы в конце. Ну, вы можете еще и сами посмотреть, конечно же. В конце стрима посмотрим. Все всякие эти клипы ваши. Кто будет клипать. Тут, смотрите, какое-то пространство. Может, сюда надо что-то нажать? Я все-таки хочу решить проблему эту. Ладно. Ладно, поклипал чуть-чуть, пойду отдыхать, еще скидывайте их в дискордик. Спасибо, Юзлис, Равнопузик, Максимка, Хмельной Брандо. Все. Не получается ничего. Ладно. Ладно, скип. Смена кожи? В смысле? Так. Брандо. Покидать. Все. Так, идем дальше. Buried alive, типа заживо погребенный. А, еще какой-то чаперони там. Чаперони. Обои 10 из 10, я знаю, да. А ждешь Resident Evil 9? Как думаешь, норм будет игрушка? Да, жду. Не знаю, будет норм или нет. Я пока не видела этот релиз. Странно вот говорить, что игра будет, но нет никакого релиза, ничего нет. Это так как-то ненормально, что ли. Сначала надо посмотреть трейлер, потом геймплей, как там все вот это происходить будет. И все, и тогда можно будет какие-то выводы сказать. Но я пока ничего не могу сказать, потому что я ничего не видела. Какой нахрен ультра? Медиум? Ультра, блин, вы чё? Ты видишь игру? Нет? А она есть. Да. Отец говорил мне, за любовь нужно сражаться. Сегодня я собираюсь победить. Блин, вы смотрели, кстати, фильм «Заживо погребенный» с этим, с Райаном Рейнольдсом? Я, кажется, смотрела, но не помню. Этот надо... Какого черта? Надо пересмотреть. Так, спокойно. Так, последнее, что я помню, у меня был мальчишник, и мы изрядно накидались. А потом... Ханна какая-то звонит. Джек, слава богу, прошу тебя, вытащи меня отсюда. Ханна, милая, ты где ты? Тут так темно и страшно, Джек. Ханна, ты меня слышишь? Черт! Зажигалка. Жесть, у него даже телефон есть. А потом просыпаешься с болью в попе, и так всегда. А, нет. Что там? Стена гроба. Оу! Крышка.
Чак-чак, а не Джек. Кто-то кушать хочет. Жесть, у него руки. Что-то еще держит крышку. Тоже какая-то кривая немного игрушка, да? А чё, куда звук пропал? А, вот, есть звук. Что-то еще держит крышку. Нож. А тут надо... Вон у меня ХП есть, кислород. Ау! Ты что делаешь? Он что, себя тыкает? Кушать это да. О! Гвозди какие-то. А, нож из ноги достал. Что за гейм? Заживо погребенный называется. Что он сказал? Блин, я ни хрена не вижу. Руки. Ау. Все гвозди надо вытащить. А как? Как их вытащить? Так он не может руками. Мы это ранимся. У меня сейчас ХП закончится. У меня там, короче, за мной ХП и кислород. У меня ХП сейчас вот столько осталось, кислорода вот столько. А что делать-то? Так странно управляется. Ой, я вытащила, кажется, гвозди, нет? Ой, что это было? Что-то подлиннее. О, доска. Что за НФС-ка? Need for Speed, что ли? Где я, черт возьми? Ханна, ты здесь? Милая, ты меня слышишь? Эй, есть здесь кто-нибудь? Меня кто-нибудь слышит? Что, F? Ну, ё-моё. Я не знаю, что это было.
Чё? Все вернулись обратно. Так, надо посмотреть, что там. Так, на Ютубе как там дела? Ой, Господня. Господня, Господня, Господня. Господня. Ой. Перекличка. Мяу-мяу. Я не знаю, YouTube идет или не идет. Ну что ж такое-то, блин? Что происходит? На прошлом стриме тоже так было. Там, короче, выходило обновить. Может, мне надо было все-таки обновить, а мне стало лень, я не стала обновлять. Ладно, короче, мы встали и вокруг посмотрели, а у нас там какая-то хрень, типа, вокруг нас. Вот. Мы выбрались. Судя по всему, здесь должен быть второй череп, причем весьма странной формы. Ой, что-то чувствительность капец какая. Ну ладно, будем привыкать. Что-то жестко прям. Опа. God, there are two skeletons without skulls. The rope I could use. А мы откуда? Мы отсюда вышли, да? I need a skull with a fractured frontal lobe. Мне нужен червь с проломленной лобной... Ни хрена. Скажите, если вдруг там что-то эфнется. Who the fuck is Frederick Simmons? Ой, я не прочитала, Hannah, что Hannah, мы... can you hear me? О. That doesn't look like what I'm looking for. That's not what I need. Мне показалось, он сказал это то, что мне нужно. Ну ладно. Shit, it's locked. I need to find the key. У меня что, опять все эфнулось? Блять. Работает же. Но у меня что-то этот скачет туда-сюда. Битрейт. Так, YouTube работает вроде. Никита появился. Блять, не знаю, что происходит. Ладно. Так, тут закрыто.
Ой! Shit, what the hell is that? Ё-моё. Короче, надо какой-то череп найти с проломленной лобной долей. А, вот он. Oh, that skull is smashed. Just what I need. Так. Все робит и YouTube тоже. О, боже мой. Никита приветствует Севу. Так, дверь открылась там, да? Ой, а что тогда? А что я сделала? Ой, блядь, что такое? Воу. Бла-бла-бла. Awful. Я не хочу читать. Если вы хотите, чтобы я читала, то плюсик в чат. Если нет, то минус. Damn pervert. Минус. О, сюда. Shit. I can't reach. I need to find something to cling to. Так, теперь я могу драться, да, получается? Так, и куда мне надо? Я ничего не вижу. А, вот, тут можно свет включить. Ей не нравится, что я читаю. Вот. Вот оно что. Все понятно. Так, а где тут эту шнягу использовать? Вот как будто тут надо использовать, нет? Он прыгает или что? Бля, ну что такие игры тупые? Ну почему игры так душат? Я не люблю, когда игры душат. И что мне с этим ломом делать, а? Я не видела ничего такого, чтобы можно было что-то открыть ломом. Это что за деление SEO? Возвращаем котик. Может, другой гроб? Бочку сломаю. А, реально. Реально. А что здесь? Блять, ни хрена не вижу.
Так, вот здесь были бочки. О, вот. О, что это? Крюк? А. Крюк. Кошка. А, все, я поняла. Кошку надо вот сюда. Почему кошку, не знаю. Загадки для дошколят. Я так отвыкла от этих всратых игр. Привыкли вот эти всякие, блин, Silent Hill, резиденты проходить. Найти могилу Фредерика Симмонса. Фредерика Пеллини, блин. Цусиму? Нет, ты чё, там вообще до хрена еще осталось? О, ни хрена аптечку нашли. О, прям насквозь пролетело. Оу, какие люди! С попой трясущиеся пришли. У тебя фонарь появился? Да, вот только что мне фонарь выдали. Даша, привет! А почему раньше не было? Не знаю, почему-то вот зажигалкой пользовались. Хрень какая-то. На. Я тоже так умею. Фу, тут все в плесени. Да, Шуля, ты чё? Все отработала? Что делаешь? Так, у меня стамина кончается. Короче, если вас игра задушит, вы сразу говорите мне, пожалуйста, и мы пойдем в следующую. У нас игр сейчас много, выбора много, поэтому... Мне кажется, там, которая с глазиком была же игра, мне кажется, она вам больше, наверное, понравится. Сегодня не твой день? В смысле? Слышишь эту надоедливую ворону? Она здесь не просто так. А, да, она подсказывает, что ли? Да не, Стас, здесь связь прерывалась, еще у меня ОБС что-то с ума сходит. Это уже вторая игра? Да, это вторая игра. Первую мы скипнули, а потом у меня ОБС сказал, а давай ты не будешь сегодня стримить. Чё это? Ой. Так, надо было. Ой, там человек ходит. Там кто-то ходит, смотрите. Ой, кто это? Вау, это кто? Возможно, да, типа подсказку какую-то.
Ой. А, у меня нет больше лома. Пообнимаемся, го к нему, поздоровайся. Вам лишь бы пообниматься и поздороваться со всякими дядями. Who's there? Stop right there! Ой, блядь, что за хрень? Where did he go? Who's there? Stop right there! Ой, блядь, пиздец. Дыхалка у него не очень, что-то мы ему не понравились. Он, походу, какой-то старожилы, что ли. И это от него надо будет убегать. Это весь хоррор. Да. Ой, это что, фазмофобия? Мне кажется, это переход к третьей игре. Реально, смотрите, фазмофобия. Я Фредерико Феллини. На-на-на-на-на-на-на. Ой, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чё, где он? А, вон он. Что это было? Нужно проверить. Прикол. Весело. Тут у вас. Конечно. Какой же кринж, и не игра, не говори, блин. Но я вроде вот эту игру... Сейчас я тут это... Захват игры сделаю. Реп пострашнее будет. Ой, что-то она не этовается. Ай, ладно, короче, так тогда. Игра так себе, можно к следующей приступать. Да, ну я, кстати, эту игру вроде не покупала. Ладно, скип. Ой, господи. Так, вот эту давайте еще посмотрим. Чаперони. Мне кажется, вот это с глазиком вам понравится. Минус уж. Unreal Engine. This game contains games that can be extremely disturbing. It's painted by real life horror elements.
Русский, конечно же. Настройки, звук, пожалуйста, потише. Можно вообще слишком громко, чуть не оглох. Открыть. Чувствительность мыши, пожалуйста, можно немножко увеличить. Спасибо. Так, лимит FPS. Ну, пусть будет вот так вот хотя бы. Вау. Так, все. Сохранилось? Но она все равно что-то орет. Ладно, давайте. Ой, что-то левая рука чешется. Сейчас, минутку, подождите. Так, проверка. Ой, ё-моё, это что такое? Винтовка мой лучший друг в операциях. А можно его сейчас использовать? Ни хрена там матрица какая-то. Замораживание. Вот это да. О! Можно потише, пожалуйста? Тут есть фонарик. Сигарета. А, во. Мы чё, какой-то этот? Прыгать? Блин, где я такие тупорылые игры нахожу, а? Скажите мне, пожалуйста. Так, подождите-ка. Ой, что у меня этот... Блядь. А чё у меня этот... Не, он все равно, да? Смотрите. Ладно. Здравствуйте, Борис. Сегодня вы отправитесь в дом, где проходят похороны. Жители дома верят, что труп отдохнет душой, избавится от невидимого зла. И труп держит в доме для защиты. С ними оставляют одного человека в качестве сопровождающего. Этим компаньоном может быть как член семьи, так и посторонний человек в обмен на деньги. С первыми лучами солнца кто-нибудь из секты придет за телом. Посмотрите на лист 2. В качестве платного сопровождающего здесь мы вас отправим, потому что хозяйственный его не приняла. Ай, ладно, идите в жопу, я не хочу это все читать. Так, что это? О. А я можно поеду? А можно я поеду сама? Вау. Как классно сделано, но ни хрена не используется. Но игра выглядит получше, чем прошлые две как будто. Если честно, так себе. Как, блядь, сесть-то? Ё-моё. Ладно.
Но он не бегает здесь. Хати. О! Сюда. Чиназис. А как мне использовать? Почему ты это не хочешь брать? Зачем тебе этот пистолет? Лучше сразу... О, нательная камера. Так, что еще нам надо? Вот был бы списочек какой-нибудь, что нам надо. Ну, какой-то полицейский, да, походу? О, Макс, привет. Здорово. Может, надо этот открыть? Ой, вот труба какая-то. А я что-то не могу ее взять. А он этот не присаживается. Ладно, давайте почитаем. Может, нам надо почитать, и тогда, типа, засчитается. Так, возьмите пистолет, купите фонарик, приобрести телекамеру, возьмите рацию, наконец возьмите ключ от мотоцикла. Блять, у меня зависло теперь все. Я не могу бумагу отложить. Ай, да что с этими играми не так? Давайте еще раз, последняя попытка для этой игры. Сейчас будет звенеть, конечно, в ушах. Бля, графон классный, но игра зависла. Ой, блин. Да какой графон классный, господи. Это же Unreal Engine. Unreal Engine. Так, взяли. Блять, как громко, ё-моё. Так. Короче, где-то надо найти ключи от мотоцикла. Больше 4-ю бумажку брать не буду. Так, фонарик. А как включить фонарик? Странно, не включается. Сева тута? Ну, вроде была. Ну, не знаю, сейчас она здесь, нет. Но она не говорила, что она куда-то пошла. Может быть, просто бдит. Фоном бдю. Еще только начало игры, а уже какой-то пипец. О, Валера, привет. Тогда ты просила... Смотри.
Ой, что там? Посидеть с котиком 5 минут. Да вы чё? Ой, бедный малыш. Ай, ладно, сейчас его возьму, подождите. Так. Вас заставляют со мной сидеть. Вас заставляют со мной сидеть. Со мной сидеть. Посидим, подожди. Посиди. Так, 18 минут. 5 минут засекайте. Все, сидим. Это 5 минут за сегодня, Макс. Эх, снова котейку запросили. Да, наш любимый тип геймплея, что как так. Как ему нравится, он кайфует. Ну, как видишь, да? Прям вообще кайфует жестко. Ой. Довольная рожа. Малыш на расхват, да. Пяточки, пяточки. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. 23 минуты, да? Его отпускаю. Расскажите, как прошел ваш день, пока что мы сидим. У нас такой перерывчик. Такой забавный взгляд. Он растекся, жидкость. Да. Ты посмотрите, какой сладкий. Это мой единственный сын. Смотрите, он сзади и вот здесь еще впереди. Какие вы милашки. Милашка. Ой, 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 не-не-не-не. Тихо. 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 Все, успокаиваемся, успокаиваемся. Успокаиваемся. 3 минуты осталось. На маленького медведя похож. Сегодня на начало стрима тоже мы сидели долго. Опа. Он бдит. Я периодами вхожу в тильт, а так и день проходит и хорошо. У меня сегодня вообще день был день на чили, на расслабоне. Что такое делает? Что такое делает? Что такое делает? А я качался 97 взял. Качался где? На качелях? Так вот и живем.
В Рагнарёке надо подругу 122 уровня догонять. А, понятно. Я поспал 8-9 часов, а чувствую себя где-то в облаках. Сознание где-то не в этом мире. Ой. А что, это мало для тебя, что ли, поспать в 8-9 часов? А я качался 90 взял. Бесплатный трип. Осуждаю. Только в килограммах. Кто как качался. Кто в играх качается, кто в тренажерных залах качается. Главное не качаться на эмоциональных качелях. А я не качалась, 200 отдала. Ой. Все. 5 минут прошло. Мы тебя отпускаем. Скажи всем пока. Вы заебали. Все. Что такое трип? Лучше не знать, что такое трип. Как быстро летит время. А где музыка? Вы слышите музыку? А, у меня музыка куда-то пропала. А чё вы не говорите, что музыки нет? Есть? У меня нет. О, теперь появилась. Стас, оно тебе не надо. Слышим. Так. Приключения, времяпровождения где-то не в этом мире. Так, я осуждаю любые всякие виды времяпровождения не в этом мире. Все. Восемь-девять часов нормально, само состояние какое-то непонятное. Может, ты заболеваешь, у тебя же там сестра рядом ходит, кашляет. Ой, так, чё, скипаем игру, идем дальше. Ой. Вы не видели. Так, поэтому надо делать вот так. Блин, ладно. Очень даже может быть, мы не видели и папку ГГ. Так, надо тут все позакрывать лишнее. Я опять все пропустила. Ой, ой, извините. Так, что, скипаем игру? Потому что я не знаю, где здесь. Нам надо найти ключи от мотоцикла. Там были сиси. Да, там были сиси. Ебать! Все, поехали. Гадайте, кто уснула. Ой, даже не знаю. Так, запрещенные вещества, за распространение которых тюремный срок дают. Чё у вас там опять начинается? Осуждающие темы всякие. Ура! Все, сейчас поедем.
А чё не показали, как мы едем? 1 день назад. Так. Опа. Он просто вышел из своего дома и пошел через задний двор в сторону города. Она со слезами на глазах шла по лесной тропинке. Опа. Когда лень делать графику. Муж взял ребенка и с тревогой посмотрел на жену. Она решила пойти за ним, и они отправились в путь. Что это было сейчас? Минус уши. Лена, пойдешь в заброшенную пиццерию? Как она там? Что за заброшенная пиццерия? Five Nights at Freddy's, что ли? Мишка Фредди. Мне нужно проснуться, прежде чем я начну свою миссию. Мой друг за компьютером, я хочу, чтобы ты знал, что наша работа очень трудна. Вау, они сломали 4-ю стену. Чаперони звучит как что-то итальянское, да. Тоже типа так думаю. Самых первых частей. Электрические... Вы можете воспользоваться... А у вас будет совместный с Дашей кинострим? Будет, но не знаю когда. Она пока что занята. В воскресенье у нас будет репокста. Мемы с гномами. Так. Жесть, он дышит. Или она. Найти ключ от зала. Да, в репо, да. Сколько у меня времени? У меня 11:31. Что такое, блядь? О, кола. Кола.
Кола апка анка. Вау. Вау. А кто-нибудь тоже вешает на фотографию слона? Или оленя? Что говоришь? 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 Это как этот с фильма. Может быть, кто смотрел? Там у чела были это гвозди в голове. Кто в репу-то идет? Я, ты, Валера, Даша, возможно, если у нее получится, Сева и кто-то еще. А, вот Даня. Все. Сразу видно, здесь мужчина живет. А мой любовник ничего не говорил. Ну, он молчит же, он там просто угорает и все в этом, в чате. И здесь тоже он что-то стикеры просто отправляет и все. Ничего не пишет. Я с ним здороваюсь, он даже не это. Вообще ноль эмоций. Old Spice? Да, это был Old Spice. Я вас развлекаю как могу, извините. Да, у меня такой же. Что такое же? Гном? Не поддаете, не открываете. Может, на тумбочках где-то что-то есть? Или они обращат неманы, а просто... А это что за...
Введи новый выпуск за баллы, матерюсь и ору 5 минут, мы выберем на кого желательно на нас. Ой, нет, это будет кринжово, наверное. Я не люблю материться просто так. Я только по делу матерюсь. Эта игра пока что самая интерактивная, не говори. Пока что вроде как что-то происходит, правда же? Я боюсь. О, ебать! Блин, жрать захотелось. Ребята, скиньтесь мне на колбасу. Я завтра куплю. Она горло себе так сорвать может. Чат, давайте поможем, чтобы было по делу, кто со мной. Не надо, пожалуйста, не надо вот этого. Просто так материться я не стану. Ну, может быть, если за отдельную плату, то я еще подумал. Ну, что так темно? Это, конечно, проблема. Вот они, монетизаторы всего. Что хочешь, то и это не получишь. Красота крепкого словца в его местности. Тайминги важны. Я не люблю материться просто так. Просто вот захотели люди, и я такая начинаю материться. Но это тупо. Ой, мне показалось, тут кто-то смотрит, а это тень. Так, ну мы просто туда-сюда, туда-сюда. Ничего не происходит. Ладно, скип. Признай это. Признай это! Ты выходишь из игры. Тупая игра. Так, ладно. Ой, а что-то у меня заставка поменялась. Ну ладно. Играем в глазик. Ладно, гном это лучшее, что в ней было. Реал. Реал. Мне кажется, сейчас вот этот глазик вам понравится. Опять мужик в очечах. Что ты имеешь против мужиков в очечах, а? А ну иди сюда. Так, о. Russian. Я чую, под Леной есть папка. Какая папка? Mouthwashing. На 2 кусочка На 2 кусочка колбаски точка у тебя лежали на столе. Спасибо, Сева. Спасибо большое, моя хорошая вот тебе сердышко. Я пришел к тебе с приветом, потому что я с приветом. Привет, Юрий, привет, привет. Против ничего, но лучше б наоборот. Чего? Так, все, ладно, продолжаем. Мне кажется, вот это будет отдушина, наверное, вот этого сегодняшнего нашего всего прохождения. Так что давайте не будем терять времени и начнем новую игру. Дальнемагистральный грузовой корабль компании Pony Express. Пар экипаж 5 человек.
Срок доставки 382 дня. Время в пути 147 дней. Тут и музыка поприятнее. Мне уже нравится. Мне тоже. И снова тьму распространяешь, Елена, повелительница тьмы. Yes. Ну как, больно? Ой. Ой. Начните. Я думала, у меня игра зависла. 0 дней до крушения. На расстоянии 21 АЭ от судна обнаружен неопознанный спутник. Мася, привет. Сева, алохушки. Мася. Почему Мася? Кто Мася? Кто это Мася? Страх и ужас мы приносим людям. Калтику исполнилось 2 годика. Это у нас, короче, измеряется в возрасте. Левел измеряется в возрасте. Калтику 2 годика исполнилось. Кому-то там уже 30. Эллен вроде 30, что ли. Во избежание столкновения рекомендуется скорректировать курс на 1,4 градуса влево. Почему право руля выбирается? Мася, Максим. А, я думала Маша. АЕ — астрологическая единица, световой год. О, спасибо. Или астрономическая. Я и сам себя не понимаю, но девушки в очках — это краш. Максим, Максик, Масик, Мася. Мне 7 лет. Кажется. Закрыто на ключ. Ой. Почему мне сказали... Особая тревога. Корабль держит прямой курс на спутник. До любого столкновения осталось 1,9 АЭ. Переход в режим автопилота для корректировки курса. Экипажу рекомендуется занять аварийные места. Там было написано налево, но почему-то выбора не было налево. Халатность на навигаторов. Из общей заработной платы экипажа вычтено 4000 кредитов. А я, кажется, помню эту игру. Да, она такая более популярная. Эх, молодежь. Чё надо? Все уже кончено. Чё, блин? Внимание! Защитный комплект Pony Express применять исключительно в экстренных случаях. Доступ только со званием капитана, требуется сканер паролей. Аварийный генератор. Аня, найдите пропуск Ани. Нейлоновый трос. Она офигенная, по ней вроде даже видос сделали. Помню, с разбором. Я тоже смотрела это чудо. Блин, только не спойлерите, пожалуйста. Нельзя никого впускать. Ты 2 кусочка получила, а то у меня именно в этот момент покупатель пришел. Да, Сева получила, я тебе передала. Спасибо большое и сердечко. Вот.
А чё этот? Я ключ взяла, и чё дальше? Я не понимаю. А. А. М. 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 Что за плакатики? М. Уже шиза, да? Что это было? Это не вы там мемы кидаете? Это в игре было пердеж? Пук был, точнее. Джимми. На нашем месте любой бы так поступил. Это мем котика. Руки от груза прочь. Трюм заперт не просто так. Я скорее тут окорючусь, окочурюсь, чем останусь без получки. Ну, вдруг там что-то полезное, мне кажется. И что же? Мир, дружба, жвачка? Сейчас. Ну зачем же так? Если груз поможет нам выжить, надо хотя бы попытаться. Вот, блин, у нас реально такое лютое начальство. Ладно вам. Можно же взглянуть одним глазком. И как же ваш кружок кройки и шитья туда проберется? Шеф, все просто. Перед вами лучший бейсболист региональной юношеской команды. Как-то раз бдыщ и ударом биты чуть не вышиб пацану глаз. Можно взять топор и... Да это тебе мозги нахер отшибло.
Свонси, хватит! Наверняка там предусмотрен какой-то запасной вход. Насколько я помню, из протокола безопасности у дверей должен быть запасной код доступа, но чтобы его узнать, нужен сканер паролей. А доступ к сканеру есть только у капитана корабля. Опа, а это мысля. Что ж ты тогда не подойдешь к нему и не спросишь? Подаст тебе сканер, еще, наверное, и за пивком сбегает. Не нужно ничего спрашивать, можем сами достать сканер, узнать пароль и открыть вход в трюм. Как на ситуацию не посмотри, но капитан здесь теперь. Моделька Ани такая детализированная, я в афиге. Что-нибудь придумаю. Так, точно. Найдите сканер пароль. Так, встать. Блин, прикольно, мне нравится игра. Бля, чё меня так порвало, блин, с этого мема? Вроде такое, этот... Так по-дурацки. Мне до сих пор смешно. Кому-то взбрело в голову продавать с ним плюшевые игрушки. Ой, чё я, блядь? Это же просто мысли, блядь, детям. Хорошо, что у нас нашлось еще несколько больничных матрасов. Можно и на полу поспать. А эта игра долго длится? Полли говорит, проснись и пой. Сон — лучший отдых после рабочего дня. Rise and shine. Но отдых нужно заслужить. Не отставайте от графика. Продавать такое детям бесчеловечно. Убедительная просьба не спать более 5 часов в день. Ну вот понятно, Стасик, а тут ты там 8-9 часов спишь. Еще недовольный. Полли говорит, помоги товарищу. Пока не пройдешь, до тех пор и длится. Командная работа — залог успеха. Закончили свои задачи, помогите команде. Жалобы отдела кадров на плохую командную работу могут повлечь за собой санкции для всей команды. Полли говорит, шевели копытами. Своевременная доставка — наша гордость. Гарантируем ее, где бы вы ни находились. Штрафы за задержанную доставку будут вычтены из личных кредитов. Сколько там часов? 5 часов. Поле говорит, не глупи. Надлежащая подготовка — ключ к безопасности. Необходимо беречь себя и экипаж. Медицинские расходы будут вычтены из личных кредитов. Хорошо, что у нас нашлось еще несколько больничных. А, это уже читали мы. Так. Опа. Блять. Идите в жопу с своими мемами. Знаю я эти ваши приколы. Так. При пробитии корпуса автоматически выделилась изоляционная пена. Она отрезала доступ к поврежденным отсекам корабля. О, ну нахер такую работу. Я в открытый космос. Какая добрая, обожаю. Я всегда добрая. Без автомата мы бы уже давно были трупы. Никогда бы не подумал, что фастфуд продлит мне жизнь. Автомат опустил задолго до аварии. Свонси постарался. Уи-уи-уи. Уи-уи-уи. Это уже что-то другое играется. Наконец-то проморгалась, пиздец. О, Эллен, ты проснулась? А, зависла. А, все. Так. Дайске. Опять достался суп на ужин. В Цуефан на куриную лапшу? Насколько нам еще хватает еды? Обожаю этого котенка Виви. Уи-уи-уи. Месяца на 4, наверное. Еда закончится раньше, чем воздух, но запасы растянуть можно. В теории. Но для этого совсем скоро придется затянуть пояса.
Блин, вот меня маман дома после такого откормит. Стану как Свонси. Зато потом такие байки травить будем. Может, о нас даже в новостях напишут или покажут по телеку. Да, от девушек тоже отбоя не будет. Точняк. Но самое страшное — это остаться без туалетной бумаги. Вот это реально будет трэш. Про такое в интервью лучше не рассказывать. Уи-уи-уи. Уи-уи-уи. Малыш лаганул. Охренеть тут, блин, прохода. Так, давайте тогда тут посмотрим, что здесь. Попу мыть не научили. Попу мыть нужно каждый день. Давайте посмотрим. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Опа. Так. Какие люди? Ты ж должен сидеть расписывать свой гениальный план по захвату трюма. Ты чего здесь встал? Не твое собачье дело. Еще как мое. Из-за Кёрли теперь все на моих плечах. Не заставляй меня повторяться. Как вашему величеству угодно-с. А я тут так, работаю. Тарахтелка сломалась, а простому работяге все равно прохлаждаться некогда. Вот тена. Чего уставился? Работа работой. А перекур по расписанию. Работа? Это еще какая? Как в отсеке обстоят дела? Так, плотный слой пены. Пытаюсь ее раскрошить, чтобы пролезть и достать пару вещиц, например, инструменты. Но если эту стену пробить и нарушить герметичность, то нам кранты. Так что нечего сюда соваться, сам разберусь. А Дайски? Его же специально пристроили тебе в помощь. Чтоб я впустил туда этого балбеса, да там после аварии черт ногу сломит. На время техосмотра открывали воздуховод. Так наша, с позволения сказать, медсестра чуть ногу себе не проткнула. А мы тогда еще даже врезаться ни во что не успели. А я ей твердил, но у нее же в одно ухо влетело, в другое вылетело. А сопляк этот вообще думает только одним местом. Прям как мои спиногрызы. Так что отказ, сюда не ногой. Как скажешь, Свонси, просто держи меня в курсе. А вы на каком месяце беременности? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Так, нам надо в утилити. Утилити. Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ага. Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вау. Он больше не может просто лежать. А обезболивающее на что? Он просто ему так больно, я не могу слушать эти вопли. Ты точно заканчивал медицинский? Эту компанию хлебом не корми, дай на чем-нибудь сэкономить. Я тут подумала, после того, как мы вытащили его из кабины, мы ведь туда больше не заходили. Там все заполнено пеной. Даже удивительно, как Кёрли там не замуровала. Однако мы не знаем, в каком состоянии сама кабина. Я просто подумала, ну мы только там не успели посмотреть. Такая всратая графика и такой закат. И если сканера и там нет, нам крышка. Я поищу. Джимми, я уверена, что ты совсем справишься. Ты такой талантливый. А еще... не мог бы ты помочь мне с капитаном? С Кёрли? Да, извини, с Кёрли и его лекарствами. Звание еще нужно заслужить. Вы так не считаете, сестра? Да, извини за вопрос. Я сам все сделаю. Давай, иди сюда. Иди сюда, детка. Больше не ловит сигнал. Увы, плейлисты Свонси Ани не остановила даже крушение корабля. Замечательная стилизация под PS1. Yes, of course, Юрий, вы уже на Twitch перешли. Графика самый топ. Ой, все, забулили.
Это все, что осталось. Так, подожди. Сейчас. О, по словам Свонси, воздуховод уже 100 лет как сломан. А что там теперь вообще страшно представить? Ой, господи. Жесть. Я заходю через все доступные узкие щели. Так, окей. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, братик. Спасибо. Доброе утро. У него закрыт рот. Давай ты не будешь дергаться. Мне тоже этот процесс удовольствия не доставляет, знаешь ли. Как там обычно говорят? Если больно, значит еще жив. Я больше не могу это слушать. Простите. Прыгай в этот воздуховод. В студию. Только после оплаты. Я буду сегодня максимально наглой. Бля, Анька, прости. Ну ты чего? Обезболивающих почти не осталось, но ты все равно хочешь. Как думаешь, зачем он это сделал? Какая разница? Тебе от этого станет легче? Джим, я хочу жить с верой, что минуты слабости еще не делают из нас чудовищ. По-другому я не могу, даже в такой ситуации. Аня, он хотел нас всех утащить за собой. Как по мне, сейчас осталось лишь 2 причины оставлять его в живых. Но главное, что с этим решением согласился весь экипаж. Чем бы там все не руководствовались, Меня все еще подташнивает. Дай немного перевести дух. То есть это наш капитан, да? И он какую-то хрень сделал и вот превратился вот в эту хрень, да? Но я не могу туда прыгать. Это все, что осталось. Все. Спасибо, Калтик. Калтик. Как тебя, Кальтик или Калтик? Так, утилити. Утилити. Утилити, улели. Все понятно. Но он сюда... О! Вообще Кальтик, но можно и Калтик. Ну, хорошо, буду называть тогда Калтик, потому что мне как-то так удобнее. О! Так, а мы приседать не умеем почему-то. Получите доступ в грузовой отсек. Так. Так. Или Вася. Хорошо, тогда буду называть Вася. Должно быть, трубу оторвало во время аварии. Пойду гуглять. Ну давай, гугляй, Макс. Так, что мы там взяли? Сканер пароля страшных вам хорошов. Хорошов или нет? Хорроров.
Давай, спасибо. Сканер паролей. Доступ только со званием капитана. Показывает пароли на борту Тулпара. А куда это надо? Интересно. Кассеров? Это что? Уву, давай. Я не посмотрела, кто это. Сейчас, подожди. А, аноним? Это я. Вот это присыпал. Блять. Не понял, как там себя вписать. Ну, написал бы так же, Кукси. Спасибо, спасибо, Юрий. Спасибо. Как же легко вас забайтить, Юрий. Сейчас. Угу. О, он ушел. Свонси не пускает никого в хозотсек с момента аварии. Говорит, там все забито пеной. Ой, сердечко ёкнуло. Не за что, Юрий. Засрать Valorant из-за стиля графики, но защищать КС даже с фактом того, что им разрабы по губам водят и не стесняются. Блядь. За деньги, да. За деньги, да. Да, Элен. Ну, ни хрена себе вы, Юрий, конечно, отправили, чтобы просто послушать какой-то звук. Я свой получил и пошел дальше деньги зарабатывать. Давайте, Юрий. Возвращайтесь еще с деньгами. Только с деньгами. Без оплаты не принимаю. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Вот. СРДшку. Обязательно. Ой, а что они тут все столпились? Хорошего стрима. И тебе тоже хорошего там. Ты сейчас на работу пойдешь или куда? Короче, хорошего дня. Мы точно поступаем правильно? Хоть бы там были медикаменты, еда или вода. А чё, куда меня уже отправляют? Что-то я это пропустила момент. Как думаете, что мы вообще везем? Если запчасти, то мы со Свонси сможем починить корабль и наконец улететь отсюда. Верно же все говорю? Хорош трепать языком. Так. Показывает пароли. А где это смотреть надо? А? Вы поняли? Инфаркт. А, может быть здесь? Здорово. После таких донатов хочется пересмотреть свои приоритеты.
Какие? Какие, Эллен? На самом деле я пошутила. Я не думала, что реально этот мне закинут, чтобы я просто какой-то звук издала. Но я не обладаю нужной красотой для этого. Эллен, ты мне льстишь. Я не понимаю, где взять пароль. Пожалуйста, помогите. Те, кто смотрел эту игру. По- Ей! Может, здесь где-нибудь? О, 23:41. Все, понятно. Я уже без вас все нашла. Какой там донат был? Я просто пошутила. Типа, там, короче, сказала кое-какое слово сначала. И мне сказали, скажи, типа, этот, уву. Ну, в такой, знаешь, манере, короче. Блядь, кто там покупает? Вот. И я такая, я только за деньги так скажу, короче. И мне вот закинули донаты, я потом сказала. Я просто пошутила, на самом деле. Я не думала, что мне правда задонатят. Ой, как там было? А что, неправильно, что ли? What the hell? Да ладно, секси. Не так уж и секси. Уву, готов бесплатно говорить. Нет, тут ничего нету. Вот это вот было. Вот, смотрите. 23:41. Но ты не Лена. Да, в этом и беда. Так, чё, 23:41? Или это от чего-то другого? Блять, телефон, не садись. Ну, завтра я точно колбасу куплю. Если даже не секси, то все равно классно получилось. Спасибо, спасибо, Стаск. Спасибо. Так, ладно, сюда нам нельзя. Двадцать 23:41. А, 45:17, все. Блять. Я думала, эта дверь открывается со звуком мурлыканья кота. Блять, я думала, игра зависла или мой комп. Все в порядке? Ага. Блин, извини. Опять не мог сомкнуть глаз. Ну что, психологическое обследование пройдено успешно? Да блять! Лилу.
думала, у меня опять что-то там этот с этим с ОБС. Вот вы твари, а. Как бы это не скинул, он крутой. Кто бы это не... It's me. Валера! Издевается! Нельзя так делать. Нельзя. Так, сейчас. Лена, а ты на альт. Ай. Чего? Нет, на Alt F4 я не поведусь. Так, сейчас, подождите, я хочу проверить YouTube. У меня вообще YouTube работает, нет? Кто-нибудь проверял? Делайте так больше. Конечно, да, конечно. Мне же нравится, когда меня обманывают. Так, вроде YouTube работает. Все, я проверила. Вот вы сучки, конечно. Так, стрим с игрой. За деньги, да, за деньги, да. Ой, ну, в прошлый раз вы ответили на все вопросы точно так же. Капитан, возможно, вам стоит быть чуточку более открытыми. Эти тесты важны не только для личной оценки вашего состояния. Мне главное оставаться хорошим капитаном в твоих глазах, Аня. Ой, ну что вы, получается, мне осталось опросить всего одного человека. Джимми? Он ведет себя так, будто я этим от скуки занимаюсь. А потом в отчете приходится писать такие вещи. Я испытываю сексуальное возбуждение при виде нарисованных лошадей. Чего, блядь? Ха! Ну, могу облегчить твою задачу. Правда? Я давно его знаю, со мной он не будет так себя вести. Логично. Все-таки вы здесь, капитан. Вы здесь, капитан. Именно я здесь, капитан. Спасибо вам огромное. Такой груз с плеч. За деньги, да. За деньги, да. А пока не забыла, Свонси просил вам кое-что передать. Бля, оказывается, зарядку дома забыла. О, ну все, тогда попрощаемся с Силой. Было приятно с вами общаться. Скоро вы отрубитесь, да? Я так полагаю. They can expect me to perform miracles. Я им что, волшебник? Не знаю, что там, но, наверное, что-то интересное. Удачи вам, капитан. Поговорите с Джимми и Свонси. Я пропустила, а это что это? Это было типа до, да, всего вот этого? Я уже много лет... О, нет. Я уже много лет с собой таскаю один и тот же плейлист. Классика есть классика. %. 7 дней до катастроф. Так,
Сесть нормально. За деньги, да. За деньги, да. Аня и Дайский любители во что-нибудь перекинуться. Ему еще и всегда невероятно везет. Ее это жутко бесит. Точно там же подписывается. Но я ща похожу по соседям, может у кого-то есть, а то я еще 4 часа не переживу этой тоски. Давай. А у тебя что за телефон? По-любому у всех... Ой, у всех, говорю. По-любому у кого-нибудь должна быть зарядка. У тебя, наверное, там Type-C, да? Android? Даже у айфона, который с 15-го айфона, у них Type-C тоже. Что здесь можно сделать, интересно? Блин, мне нравится игра. Как-то это так прикольно. Я бы не сказала, что тут прям хоррор. Блин, ну мне вначале жестко понравилось, когда этот пук был. Блин, мне очень нравится их корабль. Да, прикольный такой кораблик. Но я не богатая для айфона. Ну, для айфона не обязательно быть богатым, Сева. У меня есть айфон, но я же не богата. Дверь, ведущая в мою каюту. Еще успею. Я пока при исполнении. Никто не услышит твой пук в космосе. Это отсылка к Чужому. Еще этот Dead Space тоже. Там так тоже вроде говорилось. Ой, это кто? А, это я! Ну, получается... Ага, все, я поняла. А в Пони Экспресс еще говорили, что развлечений на борту не предусмотрено. В той комнате будто каждый день что-то выходит из строя. Тупор потихоньку начинает трещать по швам. Но инспекция серьезных проблем не выявила, значит, все нормально. Угу. Плюс нам подкинули Дайски в самый последний момент. Не рассчитывал, что нас тут будет 5. Надо было весь их отдел поставить на уши за такие выходки. Так. Ух ты. Ух ты. Так, вот здесь можно пароль посмотреть. 2609. Я не знаю, зачем мне топор, ну ладно. Во вкусной точке разыгрывается двухкомнатная квартира. Какова вероятность, что я ее выиграю? А там надо сколько этих бургеров купить, чтобы выиграть квартиру. Аварийные криогенные капсулы. Резервного питания у них должно хватить лет на 20. Ой. Так, ну, проблема налицо. Этого пацана, походу, притаранили, чтоб с ума меня свести. Тоже мне стажировочка. Я просто хотел починить вентиляцию. Что там было? С чего вдруг сработала аварийная пена? Да потому что у тебя руки из одного места, ёпт. Я б сам все сделал, но шкафчик с топором можете открыть только вы. Куда ни плюнь, нужно ваше разрешение. Я разберусь, потерпи, Дайски. А, во, я не зря взяла топор.
Там котик с поцелуйчиком. Мне кажется, дешевле купить квартиру, чем выиграть ее. Ай-яй. Уф, ну и жесть. Заруби себе на носу, чтобы к вентиляции ни шагу. Понял? Там вся труба пошла по пизде. Хочешь, чтобы тебя убило током, проткнула корягой и зажарила заживо? Разом. Ну, типа, вы ж туда не сможете пролезть и все починить. Так что я сам смогу. Капитан, прошу мой топор. Свонси. Так и капсулы повредить недолго. Постарайся, чтобы такого больше не повторялось. Ага, вас понял, предельно ясно. Пусть топор тут побудет, пока ты везде не проберешься. Не приберешься. За набор от 1000 рублев. Похоже, Свонси пытается обучить дайский азам своего ремесла. Не кажется ли они оба троллили Свонси за лишний вес? Ну, походу, да. Учиться ему еще очень долго. О, это что? Чё ты стоишь? Ну что, диагноз смертельно здоров? Плюс-минус, но все мы немного с приветом. Кстати, я обещал сам провести твое обследование. Расскажите о вашей неудержимой страсти к нарисованным лошадям. Это у вас врожденное или приобретенное в результате... Ой, все, иди ты нахер. Пошли в кабину. Давайте сюда сбегаем, что здесь. Ой, ладно. Что-то я это... Зачем я сюда побежала? Серьезно? Я не могу выйти. What the fuck? А чё, все? Блять, твоего казино. А мне не надо было, да, сюда, наверное? Ай, уже какая-то шиза начинается. Помянем. Вот вкусная точка, чтобы участвовать в розыгрыше. Спасибо. А что это такое? Зачем я сюда пришла? Ой, меня куда-то поворачивает.
Мне там почти за каждую позицию дают приз, за некоторые из них сколько, только там всяких шлаков дофига. Типа промокодов, подписок и тому подобное. Какая-то шиза опять. Секретку нашла. Серьезно. Ты не мог сам вписать туда, что надо? Эти результаты потом все равно никуда не идут. По-быстрому пробежимся и все. Считаете ли вы, что эффективно справляетесь с задачами второго пилота и выполняете работу с полной отдачей? Ну, как сказать... Хорошо, так и запишем. Вот и все, вопрос закрыт. А вообще, какие в целом ощущения? Спрашиваю как друг. Мне тут нравится. Давай, Сева, возвращайся. Ни от кого не зависишь. Не думал, что тебе так понравится работать грузовым пилотом. Не знаю, просто предположила, не факт, что секрет... Да не, навряд ли это секретка. Просто я что-то сразу сюда побежала. Мне кажется, надо было это... Осмотреть, наверное, корабль там. Все такое. Ну, что-то мы сразу сюда. Ну, ладно. Учитывая, что на Земле тебе многое давалось тяжко. Ну да. Мне каждый встречный уже прожужжал уши на тему того, как из тебя вышел прекрасный командир. Даже подбешивает, честно говоря. Поэтому я тебя не очень понимаю. Ты вечно ходишь с таким видом, будто тебя привели на край обрыва и вот-вот столкнут вниз. Я просто тут начал задумываться. Что дальше? У меня что-то вышло, и теперь надо заниматься этим до конца жизни? Надежный капитан надежного судна. А что плохого? В том-то и дело, что ничего, но в то же время меня трясет от страха. В голове мысль «это мой предел, моя судьба настолько проста и понятна». Или все же есть смысл рискнуть и попробовать что-то новое, даже если получаться будет не очень. Наверное, могу понять. Ты достиг вершины своего холма, и теперь тебе кажется, что на других холмах трава будет позеленее. Но что бы ты сейчас ни сделал, падать все равно будет больно. А я тем временем даже на первый холм забраться не в состоянии. Типа того. Но слушай, чего ты? Ладно тебе, я в тебя верю, ты же знаешь. Что сейчас, что на земле. Всегда верил. Вот как. Прекрасная фраза для отчета, не находишь? Как же все трещит тут. Новое сообщение. Черт, начальство. Похоже, мне пора. Увидимся. Пу-пу-пу-пу. Вот так просто. What the fuck? Блин, какая непредсказуемая игра. Только фирма со стабильной что-то там может обеспечить работникам все необходимые условия. Рентабельная фирма может обеспечить работника комфортным, красивым рабочим местом. Что за мультик? Высокие зарплаты и стабильность кадров. Медицинское страхование и оказание необходимой помощи. Страховка от несчастных случаев, страхование жизни. Достаточный отпуск. Стабильная работа дает работнику возможность открыть страховой счет. Владеть недвижимостью и наслаждаться досугом, проводя время вместе с семьей.
Когда инвесторы, только фирма со стабильной рентабельностью может обеспечить работникам все необходимые условия. А, все. Заново началось. Здесь кроется разгадка древнейшей мечты человечества. Нам стал подвластен колос небывалой силы. И где же наука нашла этого колоса? В атоме. Частицы настолько мелкой, что на кончике булавки помещается 100 миллиардов атомов. Из миллионов и квадриллионов таких атомов состоит все на нашей планете. Корабли, ботинки, сургуч, капуста и короли. Никто никогда не видел Не зря у меня сегодня левая рука чесалась. Неразборчивая речь. Сюда, сюда, подходим все. Найден ключ от всех ваших проблем. Новейшее изобретение доктора Утопии. Изм. Изм излечит любую политическую хворь. Невероятно, сенсация. Стоит выпить бутылку, и у вас повысятся зарплаты, сократится рабочий день, появится стабильность. Чистая выгода, никаких забастовок. Помните, вы здесь начальник. Полный госконтроль, и не нужно ничьих голосов. Сами рисуйте себе зарплату. Больше урожай, ниже стоимость. С измом даже погода каждый день чудесная. Новый продукт для чистки зубов с эволюционным составом. Убивает все бактерии, микробы, не оставляет дурного послевкусия. Ополаскиватель для рта Dragon Birth. Огненная свежесть. Два месяца после крушения. Что за... Да это же ополаскиватель для рта? Ну ёб твою мать. Офигеть, да тут на полпланеты хватит. Вообще краев не видать. Эти переходы. Ну. Чё, Сева нашла зарядку? Нас впятером на год с лишним отправили черт знает куда. И все ради сраного ополаскивателя? Там столько сахара, что весь дезинфицирующий эффект, наверное, сводится на нет. Какой эффект? Что там? Дай сюда. Содержание спирта 14%. Да, нашла. О, поздравляю, Сева. Все, теперь ты с нами остаешься. До конца. Опачки. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, хотя бы у нас изо рта будет хорошо пахнуть. Ополаскиватели захватили мир. Свонси хочет жахнуть. Ну, там 14% спирта, можно. Истину глаголишь, малой. Сейчас тут будет такой букет. Что вы творите? Прекратите сейчас же. Хорошо пошла.
Да чё ты закипишилась? Это для здоровья. Возраст, сама понимаешь. Опа, слыхала звон. 15 лет подряд как стеклышко, а стеклышко-то треснуло. Треснула, лопнула, вдребезги, ёпта. Ну и с катертью дорожка в здоровье. За нашего капитана Кёрли до дна. Похоже, накидаться ополаскивателем проще простого. Да и... да, и заодно откинуться. Глазам не верю. Ну, как так можно? Вот так алкоголизм начинается. Помирать так с песней. Дайски, а ну иди сюда. Батёк-то тебя пить не учил? Ты ж мужик. Блять, опять начинается эта хуета. Дед, а почему ты такой милашка? Да потому что я 0,5 нахуй водки ёбнул уже и все. Блять. Ноль 0,44. Ай, господи. Вот сходите, он уже закончил, везде заново. Где-то правда, милашка. Ну, хоть запрещенные слова не говорил, спасибо. Я должен им все рассказать. Сюрприз! Сюрприз! Вы бы себя сейчас в зеркало видели. Хе-хе, не ожидали? С праздничком. Ну и ну. А какой, собственно, повод? Нам же каждый рейс разрешают справлять один общий день рождения. Дают выбрать любой день. Получается, за один рейс можно порадовать только одного именинника. Помнишь, как у нас в прошлый раз было со Свонси? Да вы чё, я такое пропустил. Ты у нас следующий по списку, так что с днем рождения. Однако спешу разочаровать, от обязанностей капитана тебя это не освобождает. Только у вас есть доступ к ингредиентам, чтобы сделать торт. Рецепт написан рядом с автоматом. Покажите нам мастер-класс, капитан. Испеките торт. Блин, как вот реально хреново, когда у него только есть доступ. А он, получается, попал вот в эту хрень и просто там лежит и ничего не может, короче. Вот это тупость, конечно, вообще. Сам себе еще и торт будет делать, да, получается. Так, а где тут торт? Музычка прикольно играет. А, вот, смотрите. Так, кейк, кресан, дринк, кресан. Так, синяя, оранжевая, фиолетовая. Шаг первый. Воду и гелатин. Я сожрал всю упаковку Яшкина Choco Sticks. Чё за Choco Sticks? Первый раз слышу. А чё ты так на ночь глядя-то? Захомячил. Ты чё? Чё? Я ничего. Я фотку кидал. А, блядь. Валера, я думала этот. Мне почему-то в голову пришло что-то жареное. Что, тебе понравилось, да? Это который я тебе скидывала фотку. Я тогда ее завтра куплю, если найду где-нибудь. Она реально прям вообще, да, она как Твикс, но она мягче, чем Твикс. Они прям вообще аж тают во рту.
Там же получается, вафли, они такие мягкие, вафли, покрытые шоколадом, короче, сверху. Вот. Потому что у Twix, у них там внутри этот же, я не знаю, как это называется. А вот у этих, у них Choco Sticks, у них такое. У Twix печенька. Да, у Twix печенька, а у Choco Sticks у них вафелька внутри. И она такая мягкая, она тает во рту, покрытая, короче, сверху шоколадом. И они такие, короче, где-то вот такие маленькие штучки, но их там в упаковке несколько штук. Наверное, штук 15, может, или сколько там их. Я вот тогда, на работе, короче, они стояли там на столе, и я каждую, короче, кладу. Первую, короче, положила, жестко понравилось, потом вторую, потом третью. И, короче, я всю вот эту пачку всю сама съела. Хотя она лежала там, Кто тему начал, пусть теперь делится. Хотя она там лежала, короче, для всех, общая. Но в итоге я съела ее всю. Я там не знаю, кто там еще ее поел до этого, до меня. Кстати, ни разу у нас такую штучку не видел. Вот для меня, да, это что-то тоже новое было. Блин, она такая вкусная. Я вот завтра ее возьму точно. Я завтра возьму колбасу и эти Choco Sticks. Так, ладно, давайте тортик делать. Замиксовать, короче, нам надо воду и желатин. Потом шаг второй, нужно сделать базу для тортика и что-то там суетинер, наверное, сахарная пудра, да, что-нибудь такое. Так, воду мы нашли, а что еще? Не, ну это точно не хоррор. Кстати, ни разу у нас... это я уже читал. Есть цель прогуляться по магазинам ради этой штучки. Ну, у нас, наверное, она где-то рядом есть по-любому. В магазине. Завтра буду шариться. Ой. Желатин желтый. А где желатин достать? Не сейчас. Так, ладно. Может, мне надо к каждому подойти. Извини, что не предупредили. Вечеринка, конечно, нелепая, но это вроде как уже традиция. Страшно признать, но уже почти не хочется закатывать глаза от этого ритуала. Да нет, полностью согласен. Поля говорит, помоги... Ой, блядь. Я не туда нажала. Вроде бы там нужен сканер паролей, где он только не используется, хотя и неудивительно. В Pony Express либо на всем экономят, либо делают все спустя рукава. Обычно все сразу. Ты ж будешь все по официальному рецепту делать, раз уж взялся готовить. Готовь хоть по-человечески. Ингредиенты с рецептом на кухне. Свонси этот торт обожает, только никому не говорите. Пф. Кстати, вот это вот прикольная игрушка. И там еще после вот этой мы потом поиграем тоже. Она такая, типа, как пикселизированная, короче. Там она как-то называется, что-то там... Сосед, не мой сосед или как там? Короче, там типа на Землю ворвались инопланетяне, и ты, получается, у тебя есть свободная квартира, ты сидишь взаперти. Вот. И там вот эти инопланетяне, они, короче, могут превращаться в людей и притворяться ими. Вот. И там, когда ты дома находишься у себя, к тебе кто-то стучится постоянно, ты смотришь и там в глазок,
но ты не можешь понять, человек это или нет. А до этого, короче, по телевизору объявляют, например, там у этих инопланетян, у них там такие-то особые черты, там красные глаза, там грязь под ногтями, идеально белые ровные зубы, короче, типа такого. И вот когда, например, ты пускаешь человека к себе туда, в квартиру, в дом, ты потом, типа, можешь его исследовать. Welcome to the game. Нет, что за игра такая? Да, та игра офигенная. Вот, и мы потом в эту игру, короче, с вами поиграем, посмотрим. Но еще недоработанная. Да, она еще недоработанная. Она еще как бы в раннем доступе, так сказать. Вот. Но она прикольная. Ты там не знаешь, короче, окажется твой сосед пришельцем или нет. Вот. Тоже немножко местами хоррор. Ну, она, не скажу, что прям такая страшная, она больше как это... Как вот это, наверное, типа. Такая прикольная. Так. А где нам искать еще ингредиент? Куда вообще все это? Ладно. Двадцать 23:41. А где это? Куда это надо? А. Так. Вода у нас уже есть, да? Ага, есть. 42:13. Тринадцать 24. А нам это надо? А, это сок, наверное, да? Ага. Так, ну давайте сделаем тогда. Так, вода, что там? Вода и желатин. Давай коктейль приготовим. Сейчас сначала тортик приготовим. Так. Потом суетинер. Ой. А куда это? А. А как же речь? Справедливо. Речь, речь, речь. Мы слушаем. Ты чего? Все нормально? Блин, надо было коктейль сделать. Больше они ничего не прислали. Но мы точно получим деньги после доставки груза. Это все, что нам сообщили. Ну чё, старая кляча наконец отбросила копытца? Долетались. И мы теперь еще и крайние. Мне вообще никаких сбережений. Не могут же они вот так с нами поступить. Мы были одной из последних служб с экипажем, остальных уже заменили железки. С этой шарашкой давно все было понятно. К гадалке не ходи. Когда ты об этом узнал? В начале недели. Меня попросили об этом не говорить, пока мы не приблизимся к пункту назначения. Но я не мог от вас такое скрывать. Вот оно что. Как удачно сложилось все, как ты хотел. И совесть чиста.
Джим? Да, если б я знал. Ну что, пора мне возвращаться к своему, как ты там выразился, тяжкому существованию? Аня так и не поступила в медицинский, потому что, ну, с ней все понятно. А сколько лет Свонси сможет еще так пахать? Дайске повезло больше, мама с папой всегда придут на помощь любимому сыночку. И на том спасибо. Но ты у нас особенный. Пошел покорять новые вершины, значит. Я просто хочу нормальной жизни, блядь. Я устал просыпаться с мыслью, что хочу от всего этого сбежать. Это все, что я пытался тебе сказать, ничего более... Да ты же от нас бежишь, блядь. Надел белое пальто, грязное можно и на помойку, да? Я не это имел в виду. Именно это. Но сложно придумать себе достойное оправдание, да? Хочется ведь выйти чистеньким, остаться героем в своих же глазах. Думал бросить команду, но так, чтобы все продолжали считать себя идеальным капитаном. Ушам своим не верю. Что же мне теперь делать? Ну что, ёбнем по тортику в честь нашего последнего круиза. Давайте поздравим нашего капитана с новыми начинаниями. Можно я так коктейль сделаю? Во. Блин, надо было коктейль сделать. Ладно. Три месяца после крушения. Он еще спит. Проведайте Кёрли. Как странно торт режется. Блин, теперь нельзя использовать никак. Ну ладно. Да, очень странно торт резался. Где эти звуки? Я не знаю, принял ли он таблетки. Найдите Аню. Ну это вот он такие звуки издает. Блин, ладно.
Мне надо Аню найти. Только вот где она, блин, я понять не могу. Нет, я все понимаю. Раз у нас нет другого выбора... А, это ты тут шляешься? Джимми, тоже не можешь уснуть. Сейчас вроде как ночь. Что у вас тут за разговоры? Аня, ты что, плачешь? Нет, не волнуйся, все хорошо. Нам всем нужно сохранять спокойствие. Да я спокоен, как дохлая лошадь. Свои лучше поберегите нервишки, капитан. Он опять начал мычать. Аня, ты давала ему таблетки? Ой, нет, забыла, наверное. Прости, я сейчас. Я сам. Нет, нет, ничего страшного. Я сказал, я сам справлюсь. Окей. Окей, let's go. Слушай, ты разорался, сука. Я ведь знаю, что у всех на уме. Все смотрят на меня с подозрением. Что в такой ситуации вообще можно сказать? Даже если я попытаюсь все объяснить, как бы она тогда поступила? Твою мать. Докатились. Теперь я штурвала. Кто бы мог подумать? Штурвала. Это тебе надо сказать спасибо. Открывай уже рот. Надеюсь, тебя это надолго заткнет. Пиздец. А чё они такие жестокие, я не понимаю. Ему и так больно, он еще его убьет. Пиздец, я в ахере. А зачем они его оставляют в живых, я не понимаю просто. Блять, опять эти переходы, блин. Давай съедим по кусочку. Зачем? Там явно не кулинарный шедевр. Иногда выбирать не приходится. Зато потом хорошее начинаешь ценить еще больше. А смысл? Слушай, все мы от чего-то бежали. Не сбежал по итогу никто. Я много раз задавался вопросом, так вот она какая спокойная жизнь. А это точно то, чего я хочу? Говоря откровенно, выбор не фонтан. Все, что мне остается, попытаться прожить такую жизнь, от которой бежать не захочется. Тут прибавку дали, там ипотеку закрыл, через годик даже в кого-то влюбился. А иногда остается просто сесть вместе с другом и напополам сожрать мерзопакостный торт. Как по мне, в данный момент вариант зашибенный. Уступаю тебе почетное право его разрезать. Ладно, тогда пойду возьму нож. Найдите нож. Блядь. Как же... Что-то мне хреново стало, слушайте. Ой, как-то неприятно так.
пытаются ему помочь этими тупыми таблетками, в итоге заставляют его страдать. Да блин, ну нахрена реально вообще? Я не понимаю просто. Это так жестоко выглядит. Они его еще и ненавидели еще до того, когда вот он стал вот таким. Типа они ему завидовали, получается, что его повысили. Я так поняла. Ебать. Да вы серьезно, блядь? Ну почему так-то, блин, ну ё-моё. Нельзя было как-то по-другому его, спокойно. Зачем его разрубать? Сколько ты выпил? Тебя убьет быстрее, чем станет легче, знаю. Мне эту подработку мама нашла. Все называла меня тунеядцем. Не знаю. Просто я понятия не имел, кем хочу стать. За что не брался, все валилось из рук. Лошары кусок. Дайски все еще впереди, лишь бы она потом себя ни в чем не винила. Заберите, пожалуйста. Смотреть на эти бутылки уже тошно. Он жив? Ну того стоило, воспользуйтесь ополаскивателем для рта. Ого, сам командир пожаловал. Вот он, наш Джимбо. Слышь, начальник, во как умею. Вот тут в друзья добавилось. Ау-ау. Свонси, что ты тут устроил?
Да тут все хорошенько приняли и скорчили кислые ебала. Капитан решил испортить всем праздник, но наш бар будет открыт до утра. Может, ты положишь свой топор? Плиз. Аня? Ой, напугал. Извини. Все нормально. Тоже хочешь попробовать? Вообще, да. Но я понимаю, что мне просто станет плохо. Делу это точно не поможет. Хоть и хотелось бы. Да уж. Слушай, я тут вспомнила. Ты же в курсе, что лекарства хранятся не только у меня в кабинете? В коридоре есть своя камера хранения. Почему ты раньше об этом молчала? Там пена, думала туда не пролезть. Но я сейчас прикинула, сколько ее там должно быть. Мне кажется, что тот шкафчик закрыт не очень глубоко. Можно попробовать отколоть кусок пены. Все держится на соплях. Если лишний раз ударим не по тому месту, всех засосет в космос. Думаю, рискнуть стоит. Хотя бы будет повод забрать у Свонси топор. Не знаете, что кажется? Что они, наверное, куда-то прилетели, скорее всего. Что они сейчас не в космосе. Вам так не кажется? А где этот? Еще же кто-то был вроде. Кто-то же еще был, да? Или я ошибаюсь? Может, они и не люди? А кто они? Члены корабля. А как нам пену? Ой, молоток. Ой, топор раздобыть. Наверное, поменяться местами оружием. Ой, поменяться местами предметами. То есть я этому Свонси даю ополаскиватель, а он мне топор. Так, да? Джимбо, наш вождь, наш спаситель. Закончил? Дай сюда. Кого? Топор, что ли? Не могу. Мне его вручил наш прошлый лидер, отошедший от дел в силу трагических обстоятельств. Есть такое слово — ответственность. Хотя, чё я распинаюсь? Ты у нас в этом спец. Я возьму топор и постараюсь достать еще обезболивающих. Хоть кто-то из нас двоих должен заниматься делом. А, да, я в курсе про все твои делишки. Хочешь раньше времени испортить всем праздник? Я пытаюсь нас спасти. А взял все в свои руки, то бишь. А, взял все в свои... Я уже все. Тогда милости просим, ёпта. А у Севы большой потенциал. Ну и дурак. А если использовать топор?
А что нам раздробить надо? Где? Где нам что раздробить надо? Я что-то упустила этот момент. Ой, я уже спать хочу. Ай. Сегодня мы посмотрели с вами 3 игры. А, нет, 4. И 4-я игра оказалась самой лучшей из всех тех игр, которые мы играли сегодня с вами. Мне надо будет вот эту игру дописать в список. Я просто думала, что мы будем играть сегодня только 3. Я не думала, что сегодня будут такие наитупейшие игры. Поэтому вот эта игра в список, к сожалению, не вошла. И надо будет ее вписать. Поэтому... давайте найдем, где что надо раздробить. И заканчивать, наверное, будем. Где надо что раздробить? Скажите, пожалуйста. Я что-то пропустила этот момент. Сейчас я еще раз у нее спрошу. Все, поняла. Перед метатеком. А где? Тут же, да? Вот тут, наверное. Изопропиловый спирт. Что за спирт? Ой, блядь. Вот это да! Джим, у тебя все получилось. Ага, ничего сложного, если чуть разобраться. Ты такой молодец. Угу. Мне очень неудобно опять тебя беспокоить, но не мог бы ты дать Кёрли лекарство? Я просто... мне просто становится так плохо. Да ты издеваешься. Послушай меня, я постоянно терплю твою бесхарактерность, но сейчас я пытаюсь взять все в свои руки, Аня. Ответственность. Я должен всех нас спасти. NPC самый страшный скример вообще, блядь. Я... Сначала найди сканер. Потом узнай пароль. Забери топор. Убери пену, но аккуратно. И мое любимое... Дай Кёрли эти ебучие лекарства. Но я терплю, я должен. Потому что хотя бы капитан должен за что-то отвечать в этой дыре, блядь. Прости, я не хотела. Иди проследи, чтобы Дайски не захлебнулся в собственной блевотине. Нет, нет, я могу. Аня, я сам разберусь. Иначе этого не сделает больше никто. Блядь, только скримером может пугать, блин. Так.
Чистый алкоголь использовать только в медицинских целях вызывает отравление. Раньше мне было невдомёк, какое на тебе висит бремя. Блять, а ты ведь пытался до меня донести. Как там она говорила, минуты слабости еще не делают из нас чудовищ. Кёрли, из тебя вышел надежный капитан, и тебя впереди ждет еще много полетов. Мы выйдем отсюда живыми, я об этом позабочусь. АСМР. Шесть часов до суда. Джимми, а ну покажись, сука! В смысле? Чего? Спрятался? Да я тебя на 20 кусков разрублю, мудила. Ой, блядь. Два дня до крушения. Ты как? Ой, ты как? Норм, просто не спится. Понимаю, сам постоянно ворочаюсь. Или всю ночь лежу, уставившись в потолок. А мне даже нравится наш ночной дисплей. Как ни странно. Поэтому я иногда просто прихожу на него посмотреть. Если очень хорошо приглядеться, в верхнем правом углу можно заметить битый пиксель. Вот как? Не вижу. А я теперь не могу выбросить из головы. Теперь он и меня сведет с ума. Ну, спасибо. Но вообще, иллюзия это не мешает. Все равно так как-то спокойнее. Мне показалось, что на двери есть люк. Наверное, я просто привык мыслить глобально. Сколько нам еще лететь? Так, если прикинуть, где-то 237 дней. Выходит, почти 8 месяцев. Капитан, по-вашему, зачем в Пони-Экспресс установили замок над дверью от медотсека? И почему в каютах тогда замков нет? Наверное, по той же причине, зачем поставили замок на кабину пилота. Безопасность. Да ёлки-палки. 5 месяцев после крушения. А тут много еще интересно проходить. А у нас еще и висим. Джимми, на помощь! Джимми, все очень плохо. Спокойствие. Что случилось? Аня застряла в медотсеке. Дверь не открывается. Что, если у нее там закончится? Не знаю, что-нибудь. Понял. Пойдем посмотрим. Блин, а можно выйти? А, можно. Ой. Вообще выбросила. Я просто вышла. Блин, я надеюсь, там сохранилось.
Ой, ладно, я уже устала. Я все читаю. Я уже все, у меня текст в кучу просто. Надо ОБС обновить потом. И давайте этот посмотрим сейчас. Так, шедевр геймдева. Так, сейчас, минутку. Так. Так, видно, да? Надо на нее нажать. Жесть, у него лицо. Блять, что за бред вообще? Повторная попытка альтернативы. Он, так сказать, от чего ты ожидал. Ой. Понятно. Не успела прочитать мои сообщения про СМР. Никакой СМР не сравнится со звуком, которым ты пьешь воду. Кто клип намутил? Равнопус. Равнопус у меня тут клипами занимается. Я бы тоже делала, но мне так лень. Это надо отдельно сидеть и вырезать там какие-то смешные моменты, а потом можно их выкладывать еще куда-нибудь дополнительно, например, на YouTube или еще куда-нибудь. Но мне так лень. Мне всё лень. Ой. Так, у меня уже 1:30 ночи. Ё-моё. В итоге сколько мы там наиграли? Сейчас я тут еще. Там то видео, которое у меня Сейчас материалы. Я надеюсь, оно не сохранилось, все не вырезалось. Да, пойду отдыхать. Челендж. Мне еще 2,5 часа работать. Ну, на 2,5 часа я не выдержу. Я просто закончусь. Да, мои хорошие, вам тоже заранее сладких снов, спокойной ночи. Тебе, Сева, быстрого завершения рабочего дня. Поскорее домой, спать, отдыхать, кушать. Стасик, тебе тоже спасибо. Спокойной ночи вам всем. Эллин, тебе тоже спасибо. Всем спасибо, всем, кто сегодня пришел на мой стрим, смотрели, пердели, мемчиками всякими закидывались, за донатики отдельное тоже спасибо всем. Все, давайте увидимся еще с вами, мои хорошие. Скорее всего, может быть завтра, может послезавтра. Посмотрим. Все, всех люблю, целую. Все, всем пока-пока. Хорош.